первое совещание по работе с лицами без определенного места жительства, или как они проходят по официальным источникам, без определенного источника доходов. Да? Значит, и понятно, что полиция совместно со всеми значит, ведомствами, которые в этой работе заинтересованы, порядка 250 человек было привлечено в разной степени ответственности за совершенные правонарушения. Но я считаю, что их гораздо больше, чем 250 человек на территории города Иркутска. И мы с вами понимаем, что там по 70 с лишним человек помещаются в спецприемник, оштрафовано более 100 человек. Значит, десятками отправляются они обратно в ГУСы, и через какое-то время они возвращаются обратно. Да? И мы с вами, значит, определенное решение на этой первой встрече приняли. Да? Пожалуйста, просьба ускорить подписание протокола и готовиться к следующему совещанию, потому что пока было тепло, они жили на природе, у реки, там, в общем, отдыхали на вольных, скажем так, да, а сейчас с наступлением холодов, конечно, они начнут возвращаться в город. И опять будут на теплых остановках, опять будут в тех этажах. И самое главное, что даже дело не в том, что они могут совершить, да, тут как бы правоохранительные органы держат, конечно, тоже на контакте, но и сами могут стать значит, объектами преступных посягательств, и такое тоже случается, поэтому, конечно, это беда нашего города. Значит, мы с вами говорили о том, чтобы поручение ДИЗО, кстати, Жанна Викторовна, посмотреть заброшенные здания у нас есть, которые или как бесхозяйные значатся, или значатся на муниципалитете, находятся в неудовлетворительном состоянии. Если есть возможность передать им их частному, малому и среднему бизнесу для организации дополнительных мест там, для нахождения этих людей, для реабилитации, лечения, то можно попробовать. Пока не знаю, как вот, по договорам государственно-частного партнерства, концессии или еще как-то, надо посмотреть.